Давайте я вам покажу, как я готовлюсь к работе. Заходим в настройки о телефоне хранилище. Нажимаем очистить память. Тут это очищается кэш. Я уже его почистил, видите, ничего чистить не надо. Дальше находим приложение, все приложения. Нажимаем таксометр. Так, нажимаем таксометр, находим его, нажимаем очистить, очистит кэш. Все, кэш очистили. Далее открываем Яндекс.Навигатор, если вы им пользуетесь. Нажимаем опции. Загрузка карт для офлайн навигации. То есть даже если когда у вас нет интернета, но навигатор будет работать. Загрузка Бишкек. Карту Бишкек я уже загрузил. Также загрузил в 2GIS. И там у меня карта будет работать без проблем. Далее. Телефон у нас готов. Заходим в приложение Яндекс.Таксометр. Вход и регистрация. Вот это все я сейчас сделаю. Далее. У меня есть зарядник, который работает все время. Приклеиваем телефон, ставим вот сюда на магнит. Также смотрим бензобак половина. И машина уже прогрета. Далее смотрим. Тут у меня монеты 1 сом и по 3 сома. Здесь у меня по 5 сомов и по 10 сомов. Я их специально разделил, чтобы было удобно давать сдачи. Далее открываем подлокотник. Что мы тут видим? 20 сомов, 50 сомов и по 100 сомов. Это мелочь для сдачи. Там дальше уже ничего интересного. Для такси там ничего не понадобится. И чистая машина, соответственно. Видите, у меня даже полики черные, чистые, все чисто, без посторонних запахов. Все, мы готовы к работе. Давайте я вам покажу свое приложение. Активность 100, рейтинг 4871, уровень бронза, таксопарк Сэм Логистик. Баланс 1001 сомов, тарифы включены у меня комфорт и комфорт плюс. Работаю на Hyundai Sonata. Дальше ничего и нет, да? Все. Сделали на линии. Сейчас у нас горит коэффициент плюс 100 сомов. Иншаллах, сейчас мы получим заказ с коэффициентом 100 сомов. Это первый заказ. У меня время сейчас 18:02. Ровно 6 часов я вышел на работу. 6 часов вечера. Получаем первый заказ с коэффициентом плюс 70. Ближняя подача. Это Бишкек парк. Вон она, слева от меня Бишкек парк. Смотрите, что творится возле Бишкек парка. Мы, таксисты, стали в один ряд, второй ряд, вон там в третий ряд. Это все потому, что пассажиры вовремя не выходят. Заказывают такси и не выходят. Таксисты ждут своих пассажиров, то есть. Что-то у меня язык сегодня не поворачивается нормально разговаривать. Сумма поездки составила 221. За 20 минут мы приехали в торговый центр Ала-Арча. Магистраль Белинка. Вот она у меня с левой стороны. Интересно, будет здесь заказ или не будет. Вот этого я точно не знаю. Но в это время обычно люди выходят с работы. Но будем посмотреть. Взял второй заказ с Акуновских домов. С правой стороны. Это напротив торгового центра Ала-Арча. Все вы знаете. Мне пришлось оттуда делать разворот через Белинку только таким образом. Подача была 600 метров, но по факту я еду 1,5 километра. Плюс пробки. Еще пару часов подождать, час. И пробки уже потихоньку. Пробки будут заканчиваться, исчезать пробки. Поедем мы с вами на улицу Пешпекская. Это в районе Кызыласкер получается. 9 километров, платное ожидание, безналичная оплата. Тут, однако, красивые дома. Вот эти синие дома с левой стороны, это уже старые. А это все новые дома, оказывается. Сзади меня тоже есть. Плюс здесь новые дома, оказывается, строятся. И здесь очень красивые коттеджные дома. Спрятаны от глаз, да, от глаз народа, скажем так. Особо на глаза не бросаются, когда проезжаешь мимо. Но здесь очень красивые дома. Точно здесь бедные не живут, одним словом.
В общем, выполнил я этот заказ на сумму 166. Сейчас давайте я вам покажу. 166. Знаете, что здесь проблема? Дороги закрытые, ремонтируют. Женщина вышла с чемоданом, попросила помочь донести чемодан до ее дома. Ну, метров 100. А тут лужа, грязь, плюс стройка идет. А у меня-то кроссовки летние, только сегодня одел, они новые, вот. Видите? И я в лужу попал. Сейчас вся моя нога мокрая. Вот левая нога, она мокрая, блин, в лужу попал. Только сегодня одел эти кроссы. Ладно, ничего страшного. Была пожилая женщина, не смог отказать. Взял следующий заказ с коэффициентом плюс 40, по-моему. С больницы на Фудчика, который, все вы знаете, между Московским и Чуем. Еду сейчас туда. Знаете, что я понял? Вот эта функция, которая подогрев зеркал, оказывается, у меня на Сонате работает и на задний вид, на эти зеркала. Я думал, она только на задний. Оказывается, она и действует и на эти. Не знал, не знал. Теперь классно. И даже в дождик теперь без проблем буду смотреть на задний вид. Приехали мы на улицу Целиная. Сумма поездки составила 162 сома. Так, работаем дальше. Выполнил, получается, 3 заказа на сумму 549 сомов. Так, чаевых так я и не увидел. Тот пассажир, который я чемодан таскал, обещала чаевые. Так и чаевые не поступили, так как оплата была картой, но когда оплачивают картой, тоже можно оставлять чаевые. Обещала, но не выполнила. Ладно, ничего страшного. Жду заказ на Ахумбаева, между Малдыбаева и Душанбинка. Ну и погода, да? Ну и горят коэффициенты. Плюс 100 сомов. Видите, плюс 100. Горят коэффициенты. Сейчас, скорее всего, поступит заказ. Стою в зоне коэффициента. Друзья, многие из вас задают мне вопрос, почему не работаешь в местных фирмах Намба, Джорго и так далее. Отвечу всем. Джорго, во-первых, он не возьмет меня на работу. Они вроде начали набор водителей, но меня точно они не возьмут. Даже если возьмут, они попросят удалить меня Яндекс. Или придется мне обманывать их и купить второй телефон и сказать то, что я не работаю в Джорго. Соответственно, этот второй телефон будет стоить где-то в районе 8-10 тысяч. Бэушный хороший телефон. Во-вторых, если я приехал с регионов и не знаю город Бишкек, они меня тем более не возьмут на работу. Получается, в Джорго устроиться тяжело, придется их обманывать. Во-вторых, они не принимают. А когда качала Джорго, очень, когда была популярна, они принимали каждого водителя за 8 тысяч сомов. Когда начали позиция ослабевать, они начали принимать на работу в Джорго за 3000 сомов. Если я захочу устроиться в Намбу на своей машине, на комфорте, они потребуют кучу документов. Несудимость с психиатрической больницы, страховку попросят сделать, перегородку купить, брендинг купить, чашку купить. В общем, нужен кучу документов и попросят пополнить баланс на 1000 сомов при регистрации. И при этом они не дают пароль. Каждый раз, когда буду менять телефон, мне придется ехать к ним в офис и с одного телефона перекидывать на второй телефон. Есть и такие вот проблемы. Еще что, и Джорго никогда меня не обеспечит достаточным количеством заказов по городу на комфорте и на комфорт плюсе. Намба, возможно, обеспечит, но там куча документов потребуется, поэтому не вариант устраиваться на работу и в Джорго, и в Намбу. А в Яндексе меня все устраивает. Объем, количество заказов, сумма поездки за каждый заказ. Потому что горят всегда коэффициенты. Одним словом, меня устраивает. При этом каждый водитель сам выбирает, где работать, как работать, с кем работать и сколько работать. Если мы будем брать только
если вы зациклились, то что надо работать в местной фирме, кроме такси, есть многочисленные фирмы зарубежные, телефоны, одежда, продукты питания. У нас все приходит из-за границы, да, из-за рубежа, скажем так. Раз вы так зациклились, надо работать в местных фирмах, то придется отказываться от всего, от зарубежного. Этого мы, живя в Кыргызстане, этого мы не сможем. Поэтому меня в Яндексе все устраивает. Это мой выбор. Каждый человек сам выбирает, где ему работать. Я надеюсь, ответил на ваши вопросы. Принял заказ с Тыныстанова, Медерова, получается. Это Фаиза. Вот она с правой стороны от меня, Фаиза. С коэффициентом плюс 40. Поедем по указанию. В общем, сидел, случайно включил эконом. И тут же поступил заказ, вот этот, который с Фаизы. Знаете, что я везу? Соответственно, пассажира, но и уголь. На Сонату я загрузил уголь. Мешок даже немножко был грязноватым, я вам так скажу. В экономе всегда так. Сумма поездки составила 134. Так, я не стал брать за мешок угля. Женщина была взрослая и плюс покрытая в хиджабе. Постеснялся брать. Тем более она, чтобы дети не замерзли, поэтому купила углей. Так, я это чисто по разговору по телефону понял, поэтому я постеснялся у нее брать доплату за уголь. За мешок угля. Ладно, ничего страшного. Единственное здание, которое ночью светится очень красиво, это два прораба. Ну, она очень красиво светится, я вам так скажу. Впереди тоже сейчас показываю. Взял следующий заказ с коэффициентом плюс 50. С Юг-2 получается. Сейчас я еду по Льва Толстого, проехал Фатянова. Это заезд с Тыныстанова, походу, да. Через 120 метров только один тут заезд. Да, с Тыныстанова заезд. Вот такие коэффициенты в Яндексе. Только так коэффициенты. Практически все заказы у меня с коэффициентами идут. Плюс 50, 40, 70. Вот так. Здесь есть, ничего страшного, давайте. Сколько есть, давайте, ничего страшного, если не хватает. С каждым бывает. Да мне же обратно ехать надо еще. Ну, обратно из дома дойдите. Ничего страшного. Так, что мне сделать? У меня 90, может вы мне номер скажете? Я вам не надо, ничего страшного. Блин, простите, так неудобно. Все, ничего страшного бывает. Я сейчас посмотрю номер, а что не надо. Хорошо, но не надо, вы мне не должны. Не пойдет. Я просто жилет сняла. Спасибо. Ладно, пожалуйста, до свидания. Сумма поездки составила 119. Мне дали 90. Оказывается, у нее деньги дома забыла. Но у меня цепочка заказа с ГУМа плюс 90 там с коэффициентом. Поэтому ничего страшного с каждым бывает. Все, я уже подъезжаю к ГУМу. Так. Интересно, где подождать-то этого пассажира? Вот такие дела. Иногда у пассажиров бывает то, что денег не хватает. Надо просто понимать ситуацию и войти в положение. Ничего страшного. Да, вот мои пассажиры идут. С коэффициентом плюс 70, то ли плюс 90 было, я не помню.
5 микрорайон. За 12 минут приехали в 5-й микрорайон. Сумма поездки составила 174. Работаем дальше. Так, заказ она сама по себе отменился. Ничего страшного. Теперь вы понимаете, да, почему я работаю ночью. Каждый заказ выполняется очень быстро и с коэффициентом в основном ночью. Многие водители не говорят то, что ночью работа хорошая. А я всегда говорю то, что ночью работа лучше. До заказа доезжаешь, во-первых, быстро, выполняешь его быстро. Ночью в основном выигрываешь по времени, да? Все быстро и быстро происходит. Поэтому, у кого есть возможность работать ночью, то я бы вам посоветовал ночью поработать. Без пробок, без ничего, без проблем. Единственная проблема ночью — это пьяные пассажиры. Даже если пацаны пьяные и лезут с вами в словесную перепалку или даже конфликт, да, даже драка, если даже скажем, то тут ничего страшного. Ну, максимум придется подраться с ними, да, это максимум. А если пьяные женщины или пьяные девушки начнут конфликтовать, это уже проблема. Во всем и всегда они будут правы, поэтому вы с ними матом не поругаешь, руку не поднимешь, в общем, ничего не сможете сделать с женщинами опасней, чем с мужиками. Это я вам как профессионал ночной смены говорю. Всякое видели, поэтому берегите себя и будьте осторожны. А мы с вами работаем дальше. А пока я выполнил 6 заказов на сумму 976 сомов. Так, среднее, нормально. Итак, друзья, выполнил 8 заказов на сумму 1214 сомов. Пришлось несколько заказов отменить. Сейчас стою в зоне коэффициента. Плюс 80. Сейчас у меня, по идее, после 12 должно быть плюс 3, если она будет сразу же обновляться, потому что мне дадут уровень серебро, и она должна стать плюс 1. Серебро плюс 1. Да и рейтинг что-то никак не могу поднять до 4,9, чтобы плюс 4 было. Так, плюс 70. Вон с того места. С бублика. Нажимаем на месте. Поедем мы с вами в 8-й микрорайон. Плюс 70. Нормально. Здравствуйте. Два адреса, да? Пассажиры уже вышли. Так, за 12 минут я доехал. Сумма поездки 173. Мне дали 200. Чаевые. Работаем дальше. Время сейчас час 20 минут. Принял еще один заказ, но короткий. С клубов поедем мы с вами в 5-й микрорайон. Короткий заказ. Тут по пятницам и по субботам тут даже из людей пробки бывают. Вот с правой стороны. Тут по пятницам, по субботам еще раз. Тут даже из людей пробки бывает. Вот мой пассажир уже меня ждет. Это молодой парень, человек. Хотите, расскажу о минусе на Сонате. Газ, именно газ. Сейчас время 03:46. Я уже как 2 часа не могу найти газ. Понимаете, да? Так.
Хотите, расскажу о минусе на газе. Sonata Газ или другая машина, которая ездит только на газу. Сейчас время 03:47 ночи. Я не могу найти газ. Уже в 3 заправках был. Там газа нету. Бишкек Петролиум, где вот этот зеленый петролиум, у них газа нет. Ред Петролиум, они после 12 ночи газ вообще не продают. В Газпромах есть, но чисто у меня по пути не вышло еще Газпром. Сейчас я в Микрашах, на Советской Донецкой не было газа, на Жукеева, Пудовкина, Пулатова, Горький тоже не было газа, Аларчинская, Джибек-Чолу тоже не было газа. Это все Бишкек Петролиумы, куда я заехал. Газа нету. У меня еще на километров 20-30 хватит газа, конечно, но все равно это небезопасно. Если газ у вас случайно закончится, только буксиром вы можете отвезти свою машину на заправку. Вот такие дела. Қанша? 500 демек кажется, бұлар да жеткенін айтады да, мына ішкен кісілерші. Оған айтып. Қандай болады? Вот, Алла разы болсын. Что там? Куда поедем? Не хочешь. Так, начинается, блядь, по Жукееву, Путовкину вверх надо ехать. Вверх. Да? Правильно? Да. 8-й. Камская. 8-й, потом Асамбай. По магистрали. Да, Миш, мы вовремя съебались. А чё? А? Не, ну в целом. Поступил заказ с клубов Гамбей, Носорог и так далее на Асамбай, Асамбай-центр. Все, мы заезжаем. 100% отсюда выйдут пьяные. Не бывает такое, то что здесь выходят трезвые. Вот сейчас брал пассажиров с Лайбара, тоже пьяный. С Гамбея я уже забирал, тоже был пьяный. Опять же, приезжаю в Гамбей, сейчас тоже будет пьяный. Это 100% доказано. Поступил заказ с Талисмана. Коэффициент 10. Поедем мы с вами в лайфпарк и там же сразу примем заказ. Шел нахуй, блядь! А? Расскажи расклад, говорит. Так тоже сел за Короче, делай такое. Ай, бля, Собака даже есть. Будешь что-то сзади? Дверь не закрылась, вот слева. Слева, дверь, кама. Я моя? Да. Все, хлоп? Все. Так, в лайф, да? Да. Ну тогда один хуй. Не, Можно здесь не штраф, конечно. похуй на штраф. Да, Он вот просто там. потом, блядь, скажет. Да походу нет. Где шеф? Что за романтизация? Это тогда зависит от этого. Не знаю, там. Не, вроде он здравый, я вроде еще не вроде купил здравый. себе. Там у братишка сидит. Я не знаю, в Который машине тут было. на камере. Не, ну ты Он же, не бля, делал. выбирал же, когда брал. Не я Он же выбирал. когда лыжи как мать. Бля, брат, вот этот, блядь, выбери, нахуй, отвечаю. Да, он ну, Что это там? и говорит, вы чё бухали? Ну знаешь, он, блядь, нихую прям. Новенький хай. Он, бля, Считается, нет? этого Бля, пошел. нихуево считается Здесь просто. просто гонит. Вы чё бухали? Типа? И знаешь, по той машину он, блядь, нихуево выбирается. Это, по-моему, как её там, Знаешь, вот, ванила, что ли? Ванильный. но вот
ванилью или кокосом, бля, пахнет. Ну, потом Она лишний раз, короче, блядь, на тошноту не давит. Самое главное. Да, бля, бухие ешь, блядь. Редко, когда на тошноту давит, там приятный запах, блядь. Я думаю, любому, бля, приятный запах будет. Это братишка надел. Нет, нихуя запах. Реально, бля. У меня такой дезодорант был бы, бля, я пользовался им, отвечаю, бля. Пацаны, может, по дороге пил бы. Это, албоеб, пошел нахуй, блядь. Там... Кому уже пошел нахуй, блядь. Там ты себе не сможешь. Блядь, сидит трезвый, Кому? Давай, короче, я за такси плачу. Да? Ты его море платишь. Пошел. А остальное, блядь, что хотите, то и делайте, нахуй, блядь. Это, блядь, уже за ваш счет, блядь, мозги не бейте, нахуй. Хотите вот здесь, на светофоре остановиться, как в прошлый раз, блядь. Блядь, вы метро, сука, блядь, бухали нахуй, блядь? Лайм-то не лайм, блядь, бухали же. Ты хочешь это пиво взять? Нет, я имею в виду, если вы хотите. Все, метро проезжаем. Вот метро. А, Джузик? Ты мне... А ты же мне, ты мне, такой, блядь, завис, блядь. Остановитесь вот здесь. Дальше там народный есть, бля, можете, блядь, там взять. Пока я выпью, Нет, брат. там армада Сейчас есть. вот здесь я забегу. А, вот просто здесь, я дай, по дороге блядь, хочу по-быстренькому похлебать пивасик и ехать. Блядь, что там лайм стоит? Не будешь? Просто за компанию. Сколько у нас там вышло? 91. Вместе принес Пакет. угостить. Вот, на тебе 100? Можно, блин? Вместе сходим, что ли? Вместе сходим. Я тоже Уедешь, да, брат? Нет, конечно. Пьяные ребята оплатили за проезд и боятся то, что я уеду. Да, такого со мной не было еще. Салам алейкум. Так, куда поедем? Так, сейчас Льва Толстого. Газпром знаете на Рюшке? Панфилова Люпе. Да. А туда потом Кимбердиева 8. Друзья, время 5:12 утра. Кафе «Стамбул». Заказ. Жду пассажиров теперь. Друзья, принял заказ с клуба «Шансон». Время 5:35 утра. После 12 уже выполнил 11 заказов. До 12 8 заказов. Общее 19 заказов выполнил. Приехал, получается, на 20 заказ. Слабенько что-то я работаю, потому что у меня приоритета нету. А наклейку клеить пока желания нету. А так бы с удовольствием поклеил бы. Время 5:51. Почти 6 утра. Стою, жду пассажиров, а он стоит здесь. И курит стоит, и не торопится. Так, вон он стоит и сейчас к своей машине пошел. И не торопится. Твою мать. Все, вот только прощается. Уже платное ожидание 3 минуты. Ну все, попрощались, идем теперь. Блин, еще раз прощается. Ёб твою душу. Ак пусовой. Выполнил заказ на сумму 189. Итого 14 заказов после 12. Давайте посмотрим. 14 заказов на сумму 1567 сомов. Ждем следующий заказ. Еще выполню 2 заказа, и на этом будет то, что я на линии 12 часов. Сейчас время 6:35 утра. Нормально так. Пойдет. Взял
15-й заказ, время 6:36. Спустя минуту. Так, взял его с дружбы, с Карасаева, советская Карасаева, получается. Сейчас я стою на Скрябина, где Шафран, советская. Едем на заказ. Поездка всего лишь 2 километра. На Льва Толстого, Тынстанова поедем, недалеко. Так, что еще интересного? На данный момент я заработал за смену 2800, если не считая чаевые. А чаевые тоже были так неплохо. Сомов 300, скорее всего, чаевые у меня сегодня было. Сейчас в итоге все посчитаем. И это была среда с переходом на четверг, получается. В субботу, в пятницу, в воскресенье. Вот эти дни хорошие дни. Среда с среды на четверг считается не очень таким. Так, среднячок. Можно, конечно, зарабатывать и побольше. Здравствуйте. На Льва Толстого, да? Ничего, да, если я через Мадеро заеду. Друзья, я завершил работу, время 6:49. Выполнил я общие 23 заказа на сумму, давайте, у меня там 2 варианта, то есть до 12 и после 12. Я вам давайте зачитаю до 12. Выполнил 8 заказов на сумму 1214 сомов. Комиссия Яндекса составила 12,4%, это 150 сомов. А комиссия парка составила 18 сомов, это 1,5%. Пробег по Яндексу составила 52 километра. После 12 выполнил 15 заказов на сумму 1626 сомов. Комиссия Яндекса составила 12,1%, это 196 сомов. Комиссия парка 1,5%, это 24 сома. Пробег по Яндексу составила 80. Приблизительно я на бензин потратил, на газ потратил 600 сомов. Это мой расход было. На еду я потратил 150 сомов. 600 плюс 150 это 750 сомов. И дальше просто надо добавить комиссию Яндекса и комиссию парка, соответственно. Я сейчас это все вручную делать не смогу, но ради вас я сейчас постараюсь. 196 плюс 24. Так. 196 плюс 24. Добавляем комиссию до 12 теперь. 150 и 18. Это 168. И добавляем 168. 388 сомов комиссия Яндекса составила. Общая комиссия парка и Яндекса. Сюда же добавляем 600 сомов газ. И добавляем 150 сомов обед. Ужин, точнее. Итого 1138 сомов я сделал расход. 1138 сомов. Давайте теперь посчитаем, давайте сколько я заработал. 1214. Это до 12 было. 1214 добавляем 1626. 1626. Итого я заработал
2840 сомов. Если добавить туда чаевые, примерно она составила 300 сомов. Если добавить 300 сомов, давайте добавим 300. Итого я заработал 3140 сомов. Отсюда минусуем 1000. Отсюда сминусуем 1138. Я заработал за эту ночь ровно 2000 сомов. Я заработал, получается, ровно 2000 сомов за 12 часов в ночной смене с среды на четверг. Это не лучший день, это средний день считается. Если я бы работал с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, я бы заработал бы больше. 2000 это тоже неплохо за 12 часов. Это мой официальный вам ответ. Сколько можно заработать за 12 часов? Я вам скажу 2000. Вот такие дела, друзья. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы, подписываемся на мой канал, на телеграм-канал, на страницу в инстаграме, на группу WhatsApp. Ну, в общем, ссылка будет в описании под этим роликом. Подписываемся, звоним, задаем вопросы. Просто так звоним, спросить, как у меня дела. Вот такие вот дела, друзья. Обязательно регистрируемся на таксопарк Сэм Логистик. Сэм Логистик 1,5% на рынке. Моментальные выплаты, розыгрыши, бонусы, много чего там. Техподдержка. Сам буду лично рулить всем этим, чтобы ни один водитель не останется обманутым. Выплаты, безналичная оплата выплаты в любой момент, в любую сумму. Если у вас есть электронный кошелек или просто карта Visa, мы вам можем просто перечислить. Вам не стоит приезжать в офис и тратить свое драгоценное время. Когда горят коэффициенты, в офис не приезжаем, да? Надо работать, принимать заказы с коэффициентом плюс 100. Это минимум. Вот так, друзья, я уже подъезжаю к дому, я уже слишком много разговариваю, у меня даже челюсть болит. Челюсть болит. Так, все, друзья, всем ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, спасибо за просмотр.